Сохранение культурных традиций, этнокультурного многообразия и популяризация народного искусства. Главные темы встречи председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями Центров народного творчества, Домов культуры, деятелями культуры и искусства. На встречу пригласили и главу Чувашии Олега Николаева. Глава республики поделился опытом проведения мероприятий в Чувашии, посвященных Году культурного наследия народов России. В республике прошли фестиваль-марафон «Песни России», первая детская фольклориада и акция «Вышитая карта России». Все всероссийского масштаба. Детская фольклориада собрала на чувашской земле 1100 детей от 10 до 17 лет из 76 регионов России. Программа фольклориады была обширной, разнообразной. По моему мнению, ее участники стали первооткрывателями мощного российского движения, которое закладывает новые, добрые народные традиции. Не менее масштабно прошла и акция «Вышитая карта России». В ней приняли участие больше 200 мастеров декоративно-прикладного искусства со всей страны. Кожа, мех, янтарь, бисер, оленьи жилы в работе использовали оригинальные материалы. После подписания Владимиром Путиным договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Чувашия предложила этим субъектам принять участие в проекте. И уже получили вышитые фрагменты, и они очень лаконично продолжают подходы народных традиций соседних регионов. Обновленную народную карту России мы представим в День Конституции 12 декабря в Москве в Театре русской песни. Как важно, когда первое лицо, губернатор, глава республики, при всей занятости, при всей загрузке, когда глава региона отвечает за все, тем не менее, в числе приоритетов это народное творчество. И то, что делает Олег Алексеевич в Чувашской республике, это очень важно. Вам спасибо, что вы уделяете такое важное внимание, поэтому все у вас и получается. Спасибо вам большое за вашу работу. Я думаю, другие губернаторы будут брать с вас пример.